Что вам приходит первым на ум при слове «конопля»? Ну, конечно же, толстые самокрутки и безумные глаза наркоманов. Это очень односторонний взгляд на ценнейшее сырье. В Академии наук Татарстана на этой неделе обсуждали возможности промышленного освоения производства конопли. И это не то, что вы могли подумать. Это пенька, ткани, это масло, косметика и лекарственные препараты. И, внимание, строительные материалы и пластик. Это могло бы показаться экзотикой, но в США из материалов на базе конопли строят экологичные дома. «Мерседес», говорят, делает кузова элитных моделей своих автомобилей. Китайская армия одета в конопляный текстиль. Те же доллары печатают на конопляной бумаге. А что у нас? Напомню, что в дореволюционной России в 1913 году экспорт конопли занимал вторую строчку в госказне. СССР до 50-х годов был лидером по ее производству. Сейчас же промышленное производство исконной культуры встречает множество проблем. Каких? Татьяна Тимошенко узнала у фермеров, коноплеводов и конечных потребителей продукции. Сложно, потому что у нас практически своих тканей нет вообще, от слова совсем. О том, что тканей нет в легкой промышленности, громко заговорили с введением санкций против нашей страны. То есть они как бы есть, но логистика значительно увеличила сроки поставок и удорожания. Шерсть с Кавказа везем в Турцию, закупаем нити для производства ткани, сырье для вискозы везем в Китай и опять же потом сами придем. По производству мы уже практически 50% занимаем рынка. Огромное количество мы сами производим, именно по пошиву. Но по импортозамещению, допустим, по тканям, по фурнитуре, по тем же самым ниткам, нам еще очень-очень далеко. Мы свой рынок, дай бог, там 10% может быть. Вот. И, к сожалению, это большая проблема. Ирина Купряхина, владелица швейной мастерской со специализацией на школьной форме, показывает опытный образец из конопляной ткани. Скорее всего, это Китай, потому что в Китае это все делается, перерабатывается. Да, конечно, она очень хорошая. На самом деле в Китае вся армия одета в конопляную ткань. Несмотря на то, что плетение немножечко такое вяленькое, да, она довольно плотная. Да, да. Вы знаете, у нас из конопли делаются на сегодняшний момент все шпагаты морские. Они очень прочные. И это здорово. То есть снос у такой одежды? Конечно. Понимаете, она настолько, не знаю, мы можем на этом сэкономить огромные деньги, честно скажу. Если вам что-то кажется, то это не кажется. Фонтан «Дружба народов» – символ ВДНХ в Москве. СНОП объединяет 3 ведущие культуры – пшеница, подсолнечник и конопля. До 50-х годов СССР был лидером по производству этой культуры, которая стала одной из ведущих статей экспорта. Больше всех сейчас конопли производит Китай, Канада и Франция. Мы отстали, нам нужно догонять. Идет уже разговор о конкретных проектах, о покупке оборудования, которое необходимо для возделывания конопли, и о тех участках, которые владельцы, которые выращивали другие продукты, хотят перейти на коноплю. Конопляное производство в стране зарубила на корню резолюция ООН от 1961 года, к которой присоединилась и наша страна. Эксперты сейчас говорят о лоббировании интересов производителей нейлона, компанию Дюпон. Благодаря ей первый в мире экоавтомобиль Генри Форда с кузовом из конопли и двигателем на биотопливе так и не вышел на широкую дорогу. Сейчас, впрочем, биопластик, который не уступает по прочности полимерному углеродному волокну, используют в топовых моделях немецких марок. Но бизнес-планы у нас пока что носят экспериментальный характер. Ваш бизнес-план оправдался? Пока еще он не оправдался. Почему? Потому что люди еще мало знакомы с этим чаем, маслом и так далее. То есть после того, когда они начинают употреблять... Просвещение. Да, больше информации. Нужно больше информации, да. Мы видим мультяшный вариант, и уникальность упаковки в том, что на задней части написано изображение на упаковке не является пропагандой наркотических средств по результатам экспертизы. Номер экспертизы, то есть, да, и заключение психолога от 2021 года. На мини-выставке конференции коноплеводов, сама специализация аграриев выговаривается пока что сложно, то, что можно состричь и выжать из конопли: чай, вода, мыло и косметика.
Есть научно доказанные, то есть моменты, да, восстанавливающий эффект 100% есть, именно регенерирующий, то есть обновление кожи, да. Только чай и масло. Остальное идет на выброс? Нет, остальное идет в жмых, то есть мы после семян, как бы остатки, это как прикормка для рыб. Вот, по переработке у нас в дальнейшем, то есть мы планируем, то есть увеличить площадь засева, то есть это сырье уже в дальнейшем использовать для строительства как раз вот домов. Вы не ослышались. Дома из конопли. Новый вектор экостроительства малоэтажной застройки. Пока звучит как экзотика, но интерес растет по всему миру. На 4 года просто лежал блок в чистом поле. То есть он мочился, замораживался, солнечный свет, ультрафиолет. Этот блок стал крепче. Огнеупорностью мы его так не смогли зажечь. Мы его только чем и не пытались зажечь, мы его так и не смогли зажечь. Он стал легче и стал крепче. И ни один жучок, паучок там, и муравей не завелся под ним. Мы сделали в России рецептуру, которая базируется именно на нашем местном сырье. То есть она адаптирована под наши российские условия сырьевой базы и, собственно говоря, потребления. Здесь нет каких-то химических присадок, модификаторов, пластификаторов и цемента. Это все натуральные материалы, известковые вяжущие и минералы. Постановлением правительства еще 5 лет назад в реестр разрешенных для возделывания культур были внесены 30 сортов конопли. Закупка семян только в аккредитованном институте, да и экспертизы содержания веществ практически постоянны. Переработка полная от корешков до самых вершков. Более 30 тысяч видов наименований продукции производится из конопли. Это начиная с пищевой, косметики, легкой промышленности, это и машиностроение, и авиастроение. Это все можно использовать, во всем можно использовать сырье из конопли. Она очень прихотливая, к почве очень прихотливая. Допустим, она уже к ветрам очень прихотливая, потому что осыпается очень быстро. Может осыпаться. И от погоды очень тоже зависит, потому что когда во время созревания, если дожди будут, допустим, то могут все семена осыпаться. В Татарстане эксперимент пока ведут в 3 районах. Эксперимент во всем, от агротехники до переделки комбайнов и поиска, куда можно отправить продукт на переработку. И самый важный момент с точки зрения развития этой отрасли – это наличие собственных импортозамещающих технологий переработки. Сейчас пока в России нет кортикаторов для отделения волокна своих. Или Китай, или там, Франция, там другие страны, которые, либо они недоступны сейчас, либо они не устраивают по качеству и производительности. Так что сейчас энтузиасты ждут прорыва назад к возвращению старых материалов, но в будущее к новым технологиям. И расчеты уже кажутся совсем не смешными. Ежегодный оборот средств в конопляном производстве может составить 100 миллиардов рублей. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней.